Как один таджик изменил восприятие многих и чем прославился. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вызовет у вас гордость. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. В то время как многие мечети в Таджикистане и других мусульманских странах работают в основном на пожертвования людей, таджикский священнослужитель в Казахстане внедрил в своей мечети новый способ, чтобы обеспечить свою мечеть без спонсорских средств. Мечеть Яхёхаджи Исмаилова в Астане, в столице Казахстана, является энергонезависимой. Здесь производится собственная электроэнергия, а излишки света продают городу, за счет чего покрываются расходы мечети. Мечеть, возглавляемая этим таджикским священником, расположена на одной из центральных проспектов Астаны и представляет собой необычное строение. Она построена в форме ограненного алмаза, а минарет похож на карандаш. Но отличие этой мечети от других молельных домов не только во внешнем виде. По словам ее имама, эта мечеть финансово самодостаточна. Яхья Исмаилов, имам хатиб мечети, сказал, что этот культовый объект был спроектирован и построен в соответствии с новыми технологиями и обеспечивает себя электроэнергией. Как вы относитесь к такому новшеству? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Электричество здесь вырабатывается за счет установки солнечных панелей. Эта система стоимостью в 273 тысячи евро была спроектирована и установлена в 2018 году австрийской компанией. По расчетам имама, потраченная сумма должна окупиться в течение 7,5 лет, то есть в 2025 году, за счет продажи излишка электроэнергии городу. Кристоф Мюллер, генеральный директор компании, которая построила эту мечеть, ранее заявил казахстанским СМИ, что это первая энергонезависимая мечеть в мире. Имам мечети говорит, что производство электроэнергии превышает потребности мечети, а излишки продаются энергоупотреблению города Астаны. За счет электроэнергии, которую мы предоставляем городу, покрываются другие расходы мечети, добавил священник. Яхья Исмаилов вот уже 35 лет как является имамом в разных городах Казахстана. По его словам, мечеть не должна лишь полагаться на пожертвования прихожан. Для того, чтобы покрыть расходы мечетей, в которых он был имамом, священнослужитель применял самые разные методы. В Петропавловске мы построили большую мечеть и рядом пристроили столовую, которая могла вместить более 200 человек. В эту столовую ежедневно приходили посетители, а в субботу и воскресенье люди там проводили свои мероприятия, и за этот счет у мечети был свой доход. Кроме того, я взял разрешение у местных властей и построил автостоянку. Ежегодно там парковалось от 200 до 300 автомобилей, и за счет этих доходов мы покрывали все расходы на содержание мечети, рассказал Яхья Исмаилов. Также корреспонденты спросили у этого священнослужителя, каким образом учитывается весь доход, который поступает в казну мечети. Яхья Исмаилов ответил, что в мечети есть бухгалтерия, а 10 человек из числа учредителей мечети контролируют все расходы. В истории ислама мечети владели активами, называемыми вакфами. Вакф был главным источником существования мечетей, школ и благотворительных учреждений. Но сейчас мечети в Таджикистане и во многих других странах, кроме как самого здания мечети, больше ничего не имеют, за исключением зарплаты имамов, которую теперь назначает государство. Другие расходы этих мечетей покрываются за счет пожертвований людей. Но некоторые священники прилагают усилия для того, чтобы мечети не были финансово зависимы от населения. Как вы относитесь к такой идее? Как вы думаете, правильно ли подобное внедрить в Таджикистане? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!